Микрофон. Всем здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в чате, как слышно, видно нас. Было бы отлично, если бы еще включили тоже свои экраны, чтобы мне не совсем разговаривать с самой собой. И еще попрошу все районы написать. Вижу, что так. Троицко-Печорск есть. Напишите, пожалуйста, кто еще присутствует, чтобы мы знали, кто есть, кого нет, кому отправить запись. Ольга Александровна, да, видим. Ладно, вы тогда пишите, мы не будем терять время, начнем. Примерно у нас займет времени минут 15, не более того. Это YouTube? Да. Это что? Это Так, займет не более 15 минут, думаю, мы быстренько пройдемся по конкурсу в 2022 году. Сегодня мы собрались как раз, завтра у нас стартует конкурс «Предпринимательство без границ». И сегодня мы собрали всех координаторов этого конкурса для того, чтобы остановиться на изменениях в положении, которые будут в этом году. Поэтому я включаю презентацию. Так. Итак, что у нас нового будет в этом году по конкурсу «Предпринимательство без границ»? В этом году у нас добавился еще один спонсор, что радостно. При этом он предложил свою номинацию отдельную, чтобы мы включили в наш конкурс. То есть он заинтересовался тем, чтобы спонсировать этот конкурс и хотел бы сам и смотреть эти проекты, давать какие-то предложения, в общем-то, участвовать в жизни нашего конкурса. Это у нас торговая сеть зоомагазинов «Колибри». Поэтому у нас в этом году 4 спонсора. Это банк ВТБ, охранное предприятие «Лавина», «Мой бизнес» и сеть зоомагазинов «Колибри». По изменениям на слайдах я представила такие вывески новые, чтобы акцентировать именно внимание ваше на тех изменениях, которые в этом году внесены в положение, чтобы сразу было ясно, что изменилось, как изменилось, чтобы вы положение не читали и не сверяли, не искали 7 отличий предыдущим. Поэтому у нас участники конкурса также остается возрастной ценз от 12 до 18 лет. Изменение в том, что в команде возможно участвовать до 2 человек. То есть ранее было до 5 человек было возможно участвовать с одним проектом. Сейчас это 2 человека максимум. Ну и индивидуально. По этапам проведения конкурса. В этом году немного мы увеличили срок, то есть раньше у нас конкурс ранее заканчивался 25 ноября. В этом году мы дали немножко времени для того, чтобы обработать все заявочные материалы и чтобы у нас было время на экспертизу и оценку работ побольше. Ввиду того, что у нас номинации сочинений есть, которые требуют вычетки более долгой и проверку, мы проверяем все сочинения на плагиат, причем у нас с 2 программами мы проверяем, немного разнятся результаты, поэтому требуется больше времени. По этапам. Также у нас сбор конкурсных работ не меняется, он у нас начинается завтра, 1 апреля, и продлится до 31 октября. Далее организатор конкурса с 1 по 13 ноября обрабатывает поступившие заявки, то есть смотрит, что пришло, все ли документы поданы. И, конечно, мы проверяем сами до экспертного жюри на соответствие тем требованиям.
И третий этап у нас будет, это экспертиза и оценка работ до 25 ноября. Ну и 8 декабря мы встречаемся с ребятами на защите проектных работ и в финале. По номинациям, какие изменения в этом году? Как вы видите уже, лучшие товары и первоклассные услуги по просьбам желающих. У нас несколько предложений было от координаторов конкурса в районах. Поступили предложения, что все-таки нужно разбить эту номинацию на две отдельные. Почему? Потому что в этих номинациях очень много проектов, которые заслуживают внимания как отдельно и для товаров, и для услуг. Но так как у нас были ограничения, да, мы не могли его разделить. Очень было много работ, которые были достойные. Ну и, в общем-то, получилось так, что есть работы, которые, ну, немножко не дотянули, и, в общем-то, экспертному жюри было очень сложно выбрать. Поэтому ваше предложение учтено. Лучшие товары, значит, у нас остались в первой номинации. Это, значит, бизнес-проекты по созданию и производству товаров. Первоклассные услуги отдельно, это бизнес-проекты по предоставлению услуг. Вот, пожалуйста, вам семейный бизнес. Это как раз та номинация, которую наш новый спонсор, торговая сеть «Колибри», предложила. Это семейный бизнес. Я чуть дальше расскажу еще о номинации отдельно. И лучшая идея декоративно-прикладного творчества и сочинения – это номинации, которые были также в прошлом году. По номинациям, да, лучшие товары здесь представлены из прошлого года тоже товары и позапрошлого года товары, просто как образец товаров, которые имеют место быть. Я презентацию тоже, эта презентация подготовлена для вас, где акценты расставлены на изменениях. Краткую информацию, презентацию о конкурсе, для того, чтобы вы могли презентовать конкурс, я вам тоже кину, уже готовую. Первоклассные услуги, да, сюда входят у нас проекты по предоставлению услуг, тоже здесь представлены. Здесь у нас в основном представлены проекты по услугам, которые в прошлом году заявлялись. И здесь и победители у нас, есть спецприз. Дальше, по новой номинации «Семейный бизнес». Здесь у нас выделены две подноминации. Это лучшая идея для семейного бизнеса. Что она означает? Это бизнес-проекты по созданию семейного дела. То есть ваша идея, то есть участник, если выберет эту номинацию, то он может здесь свою идею, да, представить по созданию именно семейного дела. Лучшее семейное дело под номинацией. Здесь уже проекты, которые представляют действующий семейный бизнес в Республике Коми. Ну, например, на сегодняшний день у участника, который хочет участвовать, уже имеется действующий какой-то бизнес семейный, да, родители занимаются, там бабушки, дедушки занимаются, и он уже каким-то образом принимает в нем участие. Поэтому он может представить этот проект по этому семейному бизнесу, да, по тем требованиям, которые у нас в конкурсе предусмотрены. Следующий проект – это лучшая идея декоративно-прикладного творчества. В 2021 году хочу сказать, что на эту номинацию неожиданно было очень мало работ. Всего 6 проектов было в этой номинации, хотя ранее было намного больше работ. Поэтому просим обратить внимание именно на эту номинацию, потому что знаем, что в районах очень развито это направление, и проектов, возможно, должно быть еще больше. Сочинения, темы сочинений все остались такие же, как были в прошлом году, поэтому здесь ничего нового нет, но эта номинация остается. По пакету заявочных материалов. Это все то, что вы должны представить. Из изменений здесь появилось новое согласие. Кроме того, что у нас было согласие на обработку персональных данных в приложении 2, у нас появилось еще дополнительное согласие на обработку персональных данных, которое разрешено для распространения. Ввиду того, что в июле прошлого года у нас вышло законодательство, которое требует при том, что если мы
какие-то ваши проекты, какие-то сведения распространяем на выставках, на каких-то презентациях, еще на каких-то тематических мероприятиях, мы должны иметь от вас согласие на обработку персональных данных. Ну, то есть не от вас, а от участников. Форма тоже есть, ничего сложного там нет, там есть табличка, то есть мы выделили ту информацию, которую мы обычно на выставках выставляем, это ФИО участника, возраст, образовательное учреждение, класс, номинация, название работы. Это вот такой перечень информации, который мы обычно в выставках всегда размещаем, и поэтому, ну вот, одной бумажкой стало больше. Но я думаю, что никаких проблем не возникнет. Если будут вопросы, вы всегда можете писать в нашем чате. По требованиям к проектной работе. Требования к проектной работе. Ранее, значит, у нас были требования для каждой номинации отдельные. В этом году у нас требования к проектной работе ко всем номинациям одно и то же. То есть у нас отличается только по сочинению требования. Ко всем остальным 4 номинациям требования к проектной работе одни. То есть цифровой файл у нас, презентация не более 7 страниц или видеоролик не более 3 минут. То есть вы можете как в видеоролике представить свой проект, можете как презентация. Авторская карточка обязательно, титульный лист, ФИО автора, название проекта, школа, класса, города, ФИО, руководителя проекта. Для чего это нам нужно? Когда у нас идет экспертиза проектов, эта информация обязательно, так как мы все работы для экспертов и отправляем в электронном виде до заседания, чтобы они могли ознакомиться. И еще у нас бывают какие-то, кроме того, что мы представляем экспертному жюри ваши работы, мы еще даем, у нас все разложено, все смотрят и могут в любой момент какие-то спорные вопросы могут обсудить, и титульный лист на каждом проекте должен быть, как и вот курсовые работы пишут, вот, чтобы вся эта информация была. По описанию проектной работы. Что должно быть в проектной работе? Здесь еще есть у нас в требованиях, в каком формате должно быть представлено описание проектной работы. Но я думаю, что при формировании проекта вы посмотрите, там поля какие нужны, какой шрифт, как оформляется. Я здесь уже не стала загромождать слайд. Что должно быть в описании проектной работы? Это актуальность проекта, стартовый капитал и его источники, наличие аналогов, способы реализации товаров и услуг, конкурентные преимущества предлагаемых товаров или услуг, способы реализации товаров и услуг, их потенциальные потребители, срок окупаемости бизнес-проекта, существующие риски при реализации бизнес-идеи и пути их снижения. Какой-то определенной формы, по которой мы представляем эту информацию, нет. То есть это в свободной форме, но эта информация должна быть в описании вашей проектной работы. Если вы, предположим, в прошлом году были такие вопросы по декоративно-прикладному творчеству. Если вы какую-то игрушку изготавливаете, то эту информацию тоже должны представить. Именно почему-то вот возникали вопросы именно в декоративно-прикладном творчестве, потому что ребенок может смастерить вот, кормушку, там, да, куклу какую-то, но у него возникают проблемы, каким образом эту информацию всю ему отразить именно в описании проектной работы. Здесь, конечно, возможно, нужна будет помощь проектного руководителя, чтобы направил. Но идея в том, чтобы даже если он изготовил это изделие, он должен его продать. Вот чтобы ему продать, ему нужно отразить эту всю информацию. То есть такой получается бизнес-проект. Если в процессе формирования проекта кто-то из ваших проектных руководителей, у кого-то возник вопрос, который вам задали, не стесняемся в чате, чат для этого у нас и создан, вы пишете, мы отвечаем, у нас есть специалисты Центра предпринимательства, которые также могут дать вам какие-то свои рекомендации. Возможно, даже этот ваш вопрос поможет кому-то из координаторов и других районов. Поэтому все спрашиваем, все обговаривается, если у кого-то возникают вопросы. По сочинению. Требования к проектной работе по сочинению не изменились.
Хочу здесь только, не буду пересказывать, положение всем отправляли, презентацию тоже всем направлю, чтобы она у вас была. Если вы где-то будете презентовать этот конкурс, вы можете ее поправить, как вам нужно. Вся эта информация там есть. Хочу обратить внимание на размер конкурсной работы. Не менее 3 и не более 5 страниц, без учета титульного листа. То есть титульный лист здесь не считается. У нас просто приходили в прошлом году работы на полстранички, на 1 страничку были такие работы. Эти работы, они даже не доходят до экспертного жюри, потому что просто не соответствуют таким общим требованиям, которые у нас представлены, ну, требуются в этой номинации. По призам. По призам у нас все остается по-прежнему. То есть у нас будет диплом, получает победитель у нас первое, второе, третье место гран-при, сертификаты участников конкурса и сертификаты за подготовку победителей или участников конкурса проектным руководителем. По призам мы узнаем чуть позже, когда, примерно летом у нас формируется призовой фонд, тогда, когда спонсоры нам говорят, определенной суммы на сегодняшний день никто не заявляет. Ну, в прошлом году вроде как хотели увеличить призовой фонд. Мы очень надеемся, что так оно и будет. Еще хотела по призам сказать. Напоминаю, что в этом году также будут направлены информация о победителях в реестр одаренных детей республиканский. Кто в прошлом году в ноябре занял призовые места, в течение 10 дней информация была уже в этот реестр отправлена. Поэтому вам еще раз напоминаю, пожалуйста, подавайте и пользуйтесь тем преимуществом, которое получили ваши ребята, которых вы курировали, чтобы они подали заявку и могли воспользоваться летним отдыхом. Если у кого-то есть вопросы, кто-то не может, у нас есть центр одаренных детей в городе Сыктывкаре, можно им позвонить. Если кто-то не нашел информацию, обращайтесь, я вам дам телефон и позвоните, скажете, если вдруг у ваших участников у кого-то возникли вопросы и кто-то не может найти, поможем, поэтому заявляйтесь, пользуйтесь теми приоритетами, которые у вас есть. Еще новое, кто-то у нас из координаторов конкурса уже знает про этот сайт, я обращалась. В процессе экспертирования работ у нас был такой эксперт Полькевич Инна Геннадьевна, это директор бизнес-инкубатора. У них разработана краундфандинговая платформа Республики Коми Зарнишайт. Что это за платформа? Здесь размещается вообще платформа, создана для помощи субъекта малого предпринимательства для того, чтобы реализовать свой проект. Также они сейчас размещают какие-то социальные проекты для детей. Например, там вот был недавно, ну, зимой был проект в городе Устинск. Ребята завели проект, они просили помочь купить елку на новогодний праздник. Деньги были собраны буквально там за неделю, по-моему, или за 2, сказали, очень быстро. Поэтому они посчитали, что наши участники, те, которые вышли в финал, им будет предложено разместить свой проект на этой платформе для того, чтобы помочь участникам реализовать свой проект. В 2021 году мы решили апробировать это, выбрали, я сама выбирала 4 проекта, обратилась с предложением к координаторам, вот жду еще обратной связи от вас, поэтому мы хотим разместиться, попробовать, именно выбирала те проекты, которые, посмотрим, как это будет работать. Обязательно о результатах мы всем сообщим, что у нас получится, получится ли собрать деньги. Поэтому всех, кого я обзванивала, прошу активизироваться, я жду от вас обратной связи, готова помочь, если что-то не получается. Ну, чтобы вы знали, что это будет возможно, когда, даже если вы попадете в финал и ваш проект будет более-менее подходить под этот проект, у нас все эти проекты, которые мы будем размещаться, предварительно будет обговариваться с бизнес-инкубатором, то есть они будут все смотреть, даже что-то сказали, будут поправлять, если будет необходимость. Поэтому это такая новая возможность у нас, кроме какой-то грантовой поддержки, также
получить возможность все-таки к реализации проекта. А такие проекты у нас есть, и участников, и те участники, которые даже не стали победителем, просто есть какие-то недоработки, которые не позволили стать победителем, и требуется небольшая доработка, но таких работ очень много. Еще что нового в этом году? У нас в этом году работает передвижная выставка по конкурсу предпринимательства без границ. 2 района уже заказали, апрель и сентябрь у нас забронировали уже выставку. Здесь я здесь представила вам маршрут, то есть на официальном сайте Национальной библиотеки слева в разделе «Коллегам» мы входим в вкладку «Передвижная выставка». Вам откроются все представленные, которые вы можете заказать выставки, представленные Нацбиблиотекой, и 79-я на сегодняшний день выставка будет как раз по конкурсу предпринимательства без границ. Что в этой выставке есть? В этой выставке у нас подготовлено, кроме того, что там представлены книги у нас по бизнесу, также представлены работы участников. Их в этом году немного. Я надеюсь, что в следующем году у нас будет больше, так как еще переезд у нас состоялся, но коробки еще разобраны не все. И все материалы, которые у нас есть, кто из участников оставлял, мы, конечно, включили. Их пока немного. Но еще подготовлено у нас на листе А3 книги по бизнесу, которые можно читать в Литрес. Также можно их и слушать. На обратной стороне написана инструкция, как подключиться, как получить доступ к Литрес. Я думаю, что это тоже полезно будет, даст дополнительные возможности почитать книжки, которых нет в библиотеке, но можно запросить в Литрес. И презентация, такая же презентация, только краткая по конкурсу. То есть, если у вас будет организована в вашей библиотеке эта выставка, я думаю, что потенциальные ваши участники найдутся быстро, ознакомятся тут же. Поэтому пользуйтесь, бронируйте. 2 месяца уже занято. Я думаю, что можно на этот год уже бронировать. Завтра она в район какой-то уже едет, эта выставка. Если у кого-то не получится ее найти для бронирования, пожалуйста, пишите. По информационным ресурсам. Также у нас новое, у нас ранее было, и мы говорили в конце года, что мы меняем Легион умников в группу ВКонтакте на предпринимательство без границ. Теперь у нас 2 группы по конкурсам, отдельная группа «Школьный патент» и отдельная группа по предпринимательству без границ. Что в этой группе предпринимательства без границ? Здесь мы публикуем всю информацию о конкурсе, о всех этапах конкурса. Также здесь публикуется информация о книгах каких-то новых, о новинках по бизнесу, которые приходят в библиотеку, какие-то курсы, мероприятия. Я вижу, что уже публикуют, и спасибо вам, мероприятия по бизнесу, которые проходят в районе. Также уже смотрю информацию о конкурсе, размещают на 2022 год. Сейчас у вас будет уже информация более подробная, поэтому все размещаем в этой группе. Поэтому вы можете, если у вас есть группа ВКонтакте, заходить в эту группу, делать репост на свою группу, тогда вам тоже помощь для информации по конкурсу. По группе WhatsApp. В WhatsApp на сегодняшний день у нас создана группа «Легион умников». Здесь у нас вся оперативная информация появляется. Если есть какие-то вопросы, спрашиваем в этой группе. У нас на сегодняшний день 30 участников. Это у нас здесь собрались координаторы конкурсов «Школьный патент» и «Предпринимательство без границ». По контактам. Что у нас поменялось? Ранее у нас все работы отправлялись на электронную почту imcp@nbrcomi.ru. В этом году у нас меняется на электронную почту конкурс @nbrcomi.ru. Если, конечно, в этом году еще кто-то по привычке отправит на другую электронную почту, мы эту работу, конечно, не пропустим, это все будет проверяться, и также она попадет к нам, но имейте в виду, в контакты можно уже записать следующую информацию, возможно, через недельку, наверное, если кому-то нужно будет, я уже отправлю, с этой почты буду отправлять информацию касательно именно этого конкурса. Наверное,
Все. И, еще хотела сказать, завтра у нас стартует конкурс, сделан видеоролик. У кого есть доступ «Предпринимательство без границ» в группе ВКонтакте, в отложенных уже информация есть. Если кому-то нужен видеоролик краткий, кто-то хочет разместить в своей группе ВКонтакте, могу отправить на электронную почту, и текст можете скопировать, отправить, свои контактные данные записать в вашей библиотеке, и будет у вас свой пост, чтобы к вам именно ребята с вашего района обращались. Поэтому отправлю, наверное, в группе в WhatsApp это видео тоже скину, чтобы, если кому-то удобно на электронку какую-то определенную, пишите свою электронку в WhatsApp, я направлю видеоролик туда. И завтра можно будет о старте конкурса объявить. По раздаточным материалам. На сегодняшний день раздаточные материалы тоже подготовлены. Они остались пока прежними. Это у нас буклет, закладки. Закладки мы использовали, когда проводили тематические мероприятия. Мы ребятам, которые одержали победу, мы дарили закладки. В принципе, многим нравилось. Визитки и буклетики и маленький раздаточный материал. Наверное, все. Теперь я жду ваши вопросы, готова на них ответить. У кого есть вопросы, задавайте. Все ли понятно? Может быть, что-то надо более подробно рассказать? Если вопросов нет, тогда плюсики поставьте, пожалуйста. Всем все понятно. Спасибо большое. В чате сейчас скину видеоролик. У кого есть доступ в группе ВКонтакте, в отложенных уже о старте конкурса есть, то есть информацию, текст можно оттуда взять для того, чтобы пост у себя на страничке или на своем сайте библиотеки разместить. Пожалуйста, пользуйтесь, чтобы не готовить отдельно, все уже готово. По мероприятиям. В ближайшее время, наверное, через недельки 2-3 возможно, будут новые мероприятия разработанные. Те мероприятия, которые будут разрабатываться, будут доводиться до вас. Видеоролик, краткую презентацию, вот эту, которую о конкурсе в 2022 году, которую мы будем презентовать. И мы будем презентовать в школах, обычно для учителей делаем. Кто-то отправляет учителям эту презентацию. Я размещу на Google диске. Этот Google диск отправлю в нашем чате, в Легион умников. И именно можно даже в избранном этот адрес сохранить, потому что эту папку я буду пополнять. Раздаточные материалы тоже будут там. Если появляется какая-то новая информация или мероприятие, я сообщаю, что мероприятие есть, ссылка остается прежней, ссылку можно продублировать, и вы в любое время можете туда зайти и скачать то, что вам потребуется. Тогда всем спасибо большое за то, что пришли на наше совещание по конкурсу. Всем успехов, удачи, и если будут вопросы, пишите в чате. Или у кого есть мой личный номер телефона, тоже можете писать. Всего доброго, до свидания.